Независимая комиссия, в составе которой представители Минсельхоза и местного самоуправления, начинает визит к участникам конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство в Судженском районе. Начали свой обход села Мужичи. Сегодня осмотрят угодья Любови Богатыревой. А документы ждать диадария, участница личное подворное хозяйство конкурса. Чичи халдяка дытво проверки халдяка хаж. 83-летняя Любовь трудится в своем хозяйстве с 1957 года. Именно тогда они с семьей вернулись из ссылки. Не имея на тот момент какого-то постоянного дохода, огород был единственным спасением. Сегодня на столе хозяйки только собственно выращенные экологически чистые продукты. Кукуруза, помидоры, огурцы и тыква. Сотрудники Минсельхоза решили проверить качество картофеля, заодно посмотреть, каким будет урожай. Запечатлив все на видеосъемку, комиссия отправляется в соседнее село Галашки. Здесь сразу 3 участника. Первым навестили Салмана Батыгова. Огород тут небольшой, основной акцент хозяин сделал на так называемый борщевой набор. Из фруктов же сливы и абрикосы. Гордится Салман и своей яблоней. Этот вид редко можно встретить в России. 35 год У Айшат Костоевой хозяйство побольше, 15 соток, более 50 наименований культур. Здесь и груша, черешня, айва, яблоки. Из овощей есть морковь, свекла, петрушка, лук, чеснок, соевые бобы, болгарский перец, салат и кабачки. По состоянию зеленых подопечных можно смело говорить о заботе, которой укутывает их хозяйка. А для души Айшат отвела в огороде специальный участок для цветов. Дук цейпарды, дук сорти. Просто сакердлус агасьёхкели. Да биш таяхч да ора да дох уздук да чурсаг да дох сир кашкачач. Сайгант аот сайзаш барахур сайбог буқасай биш. Кези хосхетш. Хаялача да дахц али хет бхети дясам qerdlu. Идею проведения конкурса предложил глава республики Махмуд Али Калиматов еще в прошлом году. Таким образом было решено увеличить интерес населения к сельскому хозяйству. Второй этап конкурса начался 25 июля. Проведя оценку хозяйств, им предстоит отобрать 23 финалиста. Будут учитываться и разнообразие выращиваемых культур, и условия, которые создают на приусадебных участках для эффектного развития хозяйства. Будем отбирать, у кого лучше ухоженный огород, где ухожено. Самое главное, чтобы земля работала. Не, конечно, где заросло там бурьяну. Но акцент будем делать на этом направлении, на овощах и на картофеле. Ну и цветы тоже, конечно, это красиво. Если огород очень ухоженный, мы будем ставить бальную систему. Когда мы уже узнаем о победителе? Уже, видишь, сегодня мы уже второй день начали. Еще 2-3 дня нам придется объехать. Сейчас надо город Сунжу охватить и сельское поселение Троицкое. Молгобек уже, Молгобекский район уже охватили. Назрань надо, Назранский район, Жайравский. По Магасу не было заявок. Ну, 2-3 дня мы сейчас закончим и начнем выводить бальную систему и будем отбирать. Все участники рассчитывают попасть в финал конкурса. Они получат дипломы и денежные призы. Главный за первое место 500 000 рублей, второе 300 и третье 200 тысяч рублей. Ну а по 50 тысяч получат последующие 20 мест. Адам Гулоев, Магомед Аскиев, Новости 24.